Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем о финале громкого дела об убийстве казанского коммерсанта, совершенного 3 года назад. Именем Российской Федерации. 20 августа 2020 года, город Казань. Члены группировки «Калуга» услышали приговор. 2 18-летние девушки попали в больницу после крупной аварии на проспекте Ямашева. Тошнит, голова болит, грудная клетка немножко болит. Они получили закрытые черепно-мозговые травмы. Украл плюшевого медведя ради возлюбленной. Ориентируясь на полученную информацию, сотрудники полиции провели розыскное мероприятие. До 4 лет лишения свободы грозит излишне романтичному казанцу. Об этом и не только. Прямо сейчас. Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении участников организованной группировки «Калуга». Их обвинили в убийстве казанского обнальщика, которого расстреляли в декабре 2017 года в подъезде дома в поселке Константиновка. Также на счету злоумышленников ряд других преступлений, среди которых незаконное лишение свободы бизнесмена из Санкт-Петербурга. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. Именем Российской Федерации. 20 августа 2020 года, город Казань. На скамье подсудимых 7 человек. Большинство скрывает свои лица. На общение с прессой никто не настроен. Членов казанской организованной группировки «Калуга» задержали бойцы СОБРа еще в марте 2018 года. Как доказала сторона обвинения, 2 фигурантов уголовного дела причастны к убийству 58-летнего коммерсанта, который занимался незаконным обналичиванием денежных средств. Весть об этом дошла до подсудимых, и они стали за ним следить. Сначала узнали его образ жизни, а затем подгадали день, когда у бизнесмена будет с собой крупная сумма наличных. В декабре 2017 года они напали на потерпевшего, когда тот возвращался домой с супругой. 2 нападавших устроили мужчине засаду в подъезде его дома в поселке Константиновка. Изначально планировали ограбить, но не убивать. Он как-то напугался на меня. Я в этот момент пытался выкинуть сумку. Достал травматический пистолет справа. Пару раз выстрелил в сторону, 2 раза в ноги. После чего он руки отпустил, я выхватил сумку. Как установили оперативники, мужчину расстреляли из травматического и боевого пистолетов. От полученных травм он скончался на месте. Налетчики же скрылись с места происшествия вместе с сумкой, в которой находилось около 1 000 000 рублей. Орудие преступления утопили в реке Мёша. Бросил травматический пистолет в том примерно направлении. Как можно дальше стараюсь его бросить. Впрочем, убийство не единственный эпизод в деле группировки. Их также обвиняли в незаконном лишении свободы бизнесмена из Санкт-Петербурга. Его, по версии следствия, держали в плену несколько дней. Избивали, угрожали и требовали отдать чужой долг в 15 миллионов рублей. На счету злоумышленников были еще и другие преступления. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность злоумышленников к совершению 3 вымогательств, 3 разбойных нападений, похищению человека и убийстве. Обвиняемые не признали свою вину. Их адвокаты просили вынести оправдательный приговор. Суд решил иначе. В зависимости от роли каждого, подсудимых отправили за решетку на срок от 5 до 19 лет лишения свободы. 6 будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Еще 1 в колонии общего. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Столичные полицейские раскрыли подробности убийства 60-летнего охранника в центре Казани, тело которого нашел его напарник накануне утром. Оказалось, что причиной преступления стала обычная словесная перепалка, переросшая в конфликт. Оперативники отследили маршрут вероятного преступника и задержали его по горячим следам. 36-летний казанец, ранее судимый за кражу и нарушение правил дорожного движения, свою вину полностью признал. В настоящее время по данному факту продолжаются следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 2 18-летние девушки получили закрытые черепно-мозговые травмы в результате крупной аварии на проспекте Ямашева. Машину, в которой они находились, протаранила Toyota Camry. Что стало причиной столкновения, расскажет Нафиса Минязова. Резко остановились, я не успел остановиться просто, и все. Водитель Toyota Camry, объясняя, как все произошло, сослался на то, что его застали врасплох. Он ехал за автомобилем Kia Picanto по проспекту Ямашева в среднем ряду. В какой-то момент корейская иномарка резко остановилась, и водитель Toyota не успел среагировать и въехал в заднюю часть автомобиля, которую отбросило на поребрик. Выбежал, к девушкам подошел, помог. В салоне иномарки находились 2 18-летние девушки. Они получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Девушек, которые сидели на переднем сиденье, госпитализировали в больницу. К счастью, на
на заднем сиденье никого не было, поскольку удар был настолько сильным, что их просто бы смяло. На место аварии приехала сестра автоледи, чтобы помочь с оформлением ДТП. Тошнит, голова болит, грудная клетка немножко болит. И у второй девушки тоже, да? У второй девушки только голова болит. Какую ответственность понесет предполагаемый виновник, станет известно после того, как врачи поставят точный диагноз пострадавшим девушкам. Возможно, отвечать за произошедшее ему придется уже в суде. Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, вызов 112. Сразу две аварии пришлось оформлять автоинспекторам на проспекте Фатыха Амирхана. Изначально там столкнулись Нексия, Газель и автобус, а затем к ним присоединился еще и Рено Дастер. Кто виноват в произошедшем и почему к месту аварии приехали пожарные и медики, расскажет Алия Хайруддинова. После столкновения на место происшествия прибыли медики, пожарные и автоинспекторы. К счастью, информация о пострадавших не подтвердилась, и на месте остались лишь сотрудники ГИБДД для оформления аварии. Сначала ее спровоцировал водитель автобуса, который протаранил «Газель». Автобус меня уехал, и все. Что еще могу сказать? Вас отбросило на Некс, я так понимаю. Да. Водитель своей вину признал, что вообще сказал? Сказал, что виноват. Не успели водители осознать случившееся, как произошла еще одна авария. На этот раз по такому же сценарию тот же самый автобус протаранил Рено Дастер. Его водитель вину не отрицал. Сам виноват, не соблюдал дистанцию, надо было подальше от него держаться. Все. В итоге автоинспекторам пришлось оформлять две аварии. В первом случае виновник водитель автобуса, а во втором он уже потерпевший. Алия Хайруддинова, Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, вызов 112. 3000 литров поддельного вина изъяли полицейские у 29-летнего жителя Автограда. По данным стражей порядка, челнинец сбывал контрафактный алкоголь, который хранил на территории гаражного кооператива. В последний раз он продал местному предпринимателю 144 литра вина за 5000 рублей. Оперативники подразделения экономической безопасности обнаружили и изъяли 2916 литров вина, изготовленные под брендами известных производителей. Таким образом, общий объем изъятой алкогольной продукции составил порядка 3000 литров. В настоящее время образцы алкогольной продукции направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В краже заподозрили сотрудники магазина. Одну из покупательниц. Ее задержали, когда она пыталась пронести продукты мимо кассы. Впрочем, все подозрения женщина отрицает. Айгуль Бадрудинова продолжит. Я ничего не украла, вы не снимайте меня, пожалуйста. Однако сотрудники магазина с этой точкой зрения не согласны. Говорят, в их торговой точке она частый гость и уже не в первый раз попадает в подобные истории. В этот раз добавили, женщина пыталась пройти мимо кассы с продуктами и товарами бытовой химии. Подозрение в чем хотя бы вам не объясняют, что ли? Нет, спросите сами. Вы мимо кассы ничего не пытались? Нет, нет. При себе тоже ничего не было? Нет. Ранее задержанная уже попадала в поле зрения полицейских. Ее подозревали в хранении и употреблении наркотиков. Понесет ли она наказание за попытку кражи, в этот раз решит суд. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, вызов 112. Стремление к красивому поступку обернулось уголовным делом для 22-летнего казанца. Молодой человек ограбил цветочный павильон на улице Даурская. По данным полицейских, он зашел в заведение поздно ночью и, схватив плюшевого медведя, спокойно ушел. Парень был задержан по горячим следам и уже позднее объяснил, что пошел на такой шаг ради любимой девушки. Что теперь ему грозит, расскажет Вероника Гайнутдинова. Ему хватило всего 10 секунд, чтобы зайти в цветочный павильон, взять плюшевого медведя с витрины и спокойно выйти на улицу. Даже отчаянная попытка девушки-кассира остановить неизвестного грабителя не увенчалась успехом. Он скрылся во дворах. Особых примет сотрудница заведения запомнить не могла. Парень зашел в маске, перчатках и в капюшоне. Впрочем, полицейским хватило и этой информации. Ориентируясь на полученную информацию, сотрудники полиции провели розыскные мероприятия и по горячим следам задержали подозреваемого. Задержанным оказался 22-летний житель Казани. На допросе он пояснил, что пошел на преступление в порыве любви. Украл мягкую игрушку, чтобы подарить своей девушке. Но радость была недолгой. Плюшевого медведя изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание по части 1 этой статьи до 4 лет лишения свободы. Вероника Гайнутдинова, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.